Новым днем, Республика! Телевизионные жаворонки продолжают работать для того, чтобы ваш день начинался только с добрых и свежих новостей. Меня зовут Ларина Сукуева, и я рада приветствовать вас в нашей светлой и уютной студии. На календаре сегодня 18 сентября, пятница, и сегодня отмечается Международный день электронной книги и Международный день мониторинга воды. Отличный повод, наконец, проверить качество воды, которую мы пьем. Ну а в России 18 сентября – это День секретаря и День мини-MBA. А мы знаем, что MBA – это программа подготовки менеджеров среднего и высшего управленческого звена для эффективной работы в бизнесе, государственном и муниципальном управлении. Вот такой насыщенный день, а еще сегодня пятница, конец рабочей недели. И интересно, как вы планируете провести свои выходные? Пишите нам об этом на наш WhatsApp номер 8 914 279 2262. Ну а сейчас давайте по традиции обратимся к нашим синоптикам и узнаем, что они прогнозируют, какую погоду прогнозируют на день сегодняшний, 18 сентября. Прогноз погоды на канале НВК Саха. Итак, сегодня в 6 часов утра в центральных улусах температура воздуха составила 3-5 градусов тепла. Днем ожидается 14-15, в Заречье +1, +3. Днем ожидается также 14-15. На юге утром было +3 градуса. Днем воздух прогреется до 11. В Вилюйской группе улусов +4, +5. Это утренняя температура, а дневная 14-15. В Нижнеленских улусах +2. 6 часов утра было, а днем ожидается 13-14. На западе 3-8 тепла, это утренняя температура, а дневная 13-15. В Колымо-Дигирских улусах +1, +6 утром и днем +3, +9. В Янских улусах +2, +6, в 6 часов утра температура такая была, а днем ожидается +7, +11. На северо-западе утром было +4, +6, а днем ожидается 9-15 градусов тепла. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха составила -2 градуса. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Ветер северный 1,6 метров в секунду, и днем ожидается прогрев воздуха до 15 градусов тепла. Спешите подключиться к системе лояльности «Свои», чтобы получать кэшбэк до 40 тысяч рублей ежемесячно, оплачивая покупки Алмаз-Эрген-банка в сети партнеров. Более подробную информацию вы можете найти на сайте свои.albank.ru. Ну а между тем напоминаю, что сегодня 18 сентября, пятница, и отмечается сегодня довольно-таки много интересных и забавных дат. Например, День первой любви, День уважения, а еще День чизбургеров и День козинаков и риса. А раз уж мы затронули тему интересности, не могу не рассказать, что недавно 84-летняя Анна Дичковская, жительница наслега Кировский горного улуса, собирая ягоды, встретилась с медведем. Она спокойно собирала бруснику, когда увидела медведя. Женщина не растерялась, вытащила из кармана клочок газеты и спички, потом медленно подожгла бумагу, и благодаря огню она спаслась. Позже она рассказывала своим родным, что всегда берет с собой в лес 3 газеты и спички как меры предосторожности. А еще Анна Дичковская посетовала, что собрала только 5 ведер брусники из-за медведя, который ей помешал. А тем временем в Китае построили кошмар всех акрофобов – самый длинный в мире стеклянный мост. В длину он достигает 500 метров и выдерживает до 500 человек, а установили гиганта на высоте 200 метров. Действительно очень страшно, у меня аж руки вспотели, смотря вот на это видео. Еще забавным нам показалось, что мумия Рамзеса II, одного из самых могущественных фараонов Древнего Египта, для перелета во Францию должна была иметь проездные документы, включая действующий паспорт. Ведь согласно французскому законодательству, любой, кто въезжает в страну, жив или мертв, должен иметь документ. Поэтому египетское правительство выдало паспорт фараону Рамзесу II, назвав его фараон умерший. Ну, случилось это давно, но мы решили напомнить вам об этом любопытном факте.
Вот такие интересные новости на сегодняшний день. Между тем в Якутии началось обучение лиц, пострадавших от последствий коронавирусной инфекции. Более подробно об этом нам расскажет Алла Конешникова, преподаватель Якутского промышленного техникума. Доброе утро, Алла Юрьевна. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, на что нацелена, направлена эта программа? Министерство просвещения России совместно с субъектами Российской Федерации, Рособорнадзором и Рострудом и Союзом агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» WorldSkills Россия запускают программу, которая направлена на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц, которые пострадали от последствий распространения коронавирусной инфекции. А какова цель программы вообще? Цель данной программы – это оказание мер поддержки в сфере занятости населения, то есть дать возможность людям приобрести дополнительные профессиональные навыки для повышения конкурентоспособности на рынке труда. А кто вообще может участвовать в этой программе? Участниками могут стать выпускники образовательной организации этого года, которые успешно завершили обучение и получили соответствующие документы об образовании, а также граждане, которые находятся под риском увольнения после ликвидации или банкротства предприятий или сокращения штатов и численности работников, а также граждане, которые ищут работу и которые зарегистрированы в органах службы занятости не ранее 17 марта 2020 года. Вот вы сказали под риском увольнения. Вот что за категория такая? Кто туда входит? Под риском увольнения относятся те граждане, которые получили письменное уведомление от работодателя о предстоящем сокращении или увольнении. То есть это не обязательно же люди предпенсионного возраста, это может быть и помоложе, да? Это могут быть трудоспособные граждане. Ага. А каковы компетенции проводятся вот в вашем учебном заведении, в промышленном техникуме? В нашем учебном заведении, в Якутском промышленном техникуме имени Тараса Гавриловича Десяткина, по данной программе мы будем реализовывать 3 компетенции. Это ювелирное дело, электромонтаж и сварочные технологии. Наша учебно-материальная база нашего техникума соответствует международным стандартам для реализации программ обучения по данным компетенциям. У нас работают преподаватели и эксперты WorldSkills Россия, и они ежегодно готовят и выпускают призеров национального чемпионата «Молодые профессионалы» по таким компетенциям, как ювелирное дело, прототипирование, сварочные технологии и огранка ювелирных вставок. Как раз на днях наш студент 3-го курса по профессии технолог, обработчик алмазов Санников Яков стал бронзовым призером 8-го национального чемпионата WorldSkills Россия. Замечательная новость. Да, с чем мы его сердечно поздравляем. И это еще раз подтверждает, что в нашем техникуме работают профессионалы своего дела. Скажите, Алла Юрьевна, а вообще это обучение, оно платное? Обучение будет вестись бесплатно в 18 образовательных организациях нашей республики, которые прошли предварительный квалификационный отбор центров обучения в Союзе WorldSkills Россия. А что получит обучившийся в результате? Один из важнейших компонентов данной программы – это трудоустройство после прохождения обучения. Обучившиеся получают документ о квалификации, результаты которой будут занесены в федеральный реестр, и skills паспорт с профилем получаемой компетенции. А вот вы сказали, что трудоустройство гарантировано, то есть какие-то там документы, какие-то договоры, да, заполняются заранее, что вот предприятие потом возьмет его на работу, или как-то это иным способом проходит? Это вот все заносится как раз вот в федеральном реестре, а работодатели могут оттуда взять данные о работнике. А куда следует обращаться, вот, если вот хочешь получить это обучение?
Запись ведется только на сайте expressworldskills.ru по Институт развития профессионального образования нашей республики обрабатывает данные слушателя и подтверждает об его участии по данной программе. Далее уже Центр обучения связывается с данным слушателем и согласовывает программу и график обучения. Что ж, огромное спасибо, Алла Юрьевна, за интересную, полезную информацию в пятницу с утра. Я думаю, что она будет действительно необходима для наших телезрителей. Я желаю вам удачи и хорошего настроения и отличных выходных. Спасибо. Дорогие друзья, я спешу отметить, что с сегодняшнего дня мы запускаем рубрику, в которой будем анонсировать выставки, мероприятия, а также рассказывать об исторических событиях, которые проходят в мультимедийном парке «Россия. Моя история». Так, например, с 3 сентября работает выставка «Память поколений», где представлены более 200 шедевров живописи отечественных мастеров 20 века. С 3 сентября у нас открылась мультимедийная выставка «Память поколений». Эта выставка представлена в 23 регионах страны от Москвы до Южно-Сахалинска. С помощью современных цифровых технологий каждая картина превратилась в мини-новеллу. Сегодня мы вам расскажем про картину Аркадия Пластова «Фашист пролетел». Картина была написана в 1942 году. В начале войны художники не изображали батальные сцены. Они стали показывать своими работами разрушение мирной, привычной жизни. Они стали изображать трагедию, смерть и боль. На этой картине, на первый взгляд, мы видим пасущееся стадо, пастух, мальчик маленький, который прилег отдохнуть, и рядом с ним сидит его верный друг собака. Но наш взгляд натыкается на улетающий вражеский бомбардировщик. И нам становится ясно, что, увы, этот ребенок не спит, не отдыхает, что он уже убит врагом, что собака, рядом сидящая, горько воет об утрате своего друга, и что корова и теленок тоже убиты врагом. На протяжении всей войны от рук фашистов было убито около 2 миллионов детей. И эта трагедия поражала всех, кто видел эту картину. Именно эту картину в 1943 году Иосиф Виссарионович Сталин приказал взять на Тегеранскую конференцию, в которой речь должна была идти об открытии Второго фронта. И по словам очевидцев, Черчилль и Рузвельт, увидев картину, были ошеломлены. И эта картина послужила свою роль в открытии Второго фронта. В этом мы видим силу. Сейчас врач лечебной физкультуры Петр Попов. Петр Николаевич, доброе утро. Доброе утро. Если говорить о детях, да, что дает и позволяет им лечебная физкультура? Ну, в этом плане лечебная физкультура у нас может подразделиться на два таких основных компонента. Это реабилитация и абилитация. То есть реабилитация подразумевает под собой это восстановление утерянных навыков. Утерянные навыки вследствие травмы, длительной болезни, чего-то такого. Ну, то есть если человек, например, раньше ходил, после перелома ходить не может, ну, реабилитация – это вот именно обучение утерянным навыкам. Второй компонент абилитация – это обучение навыкам, которым человек никогда не владел. То есть, если, например, ребенок у нас никогда не ползал, а потом научился ползать, это будет вот абилитация. Также лечебная физкультура, она поддерживает и меняет взаимосвязь между мышцами и вообще организмом, она такая очень сильная. То есть, благодаря тому, что кровоток мы увеличиваем в связи с мышечной работой, то таким образом мы улучшаем питание костей, нервов, связок и всех прочих органов нашего организма. Ну, то есть лечебная физкультура, она, в принципе, вот, работает за счет улучшения питания и связочного аппарата, и подвижности, ну и всего прочего. Петр Николаевич, скажите, а при каких заболеваниях благоприятна ЛФК и есть ли противопоказания? В принципе, можно сказать, что ЛФК показано практически всем
за исключением таких заболеваний, как эпилепсия. Ну, то есть, как сказать, то есть мы не берем эпилепсии свежей, которая была, скажем, менее чем месяц назад, потому что, ну, никто не хочет спровоцировать новый приступ. Но, в принципе, родители, зная своего ребенка, они могут подобрать какую-то вот, ну, минимально безопасную активность физическую для ребенка. Вот. Также противопоказанием будет у нас любые воспалительные процессы заболевания, такие как там, простудные, фурункулезы и все такое. Также выраженный болевой синдром. Через небольшую боль работать можно и нужно, там, при разработке контрактур и прочего, но когда болевой синдром прям выражен, если мы причиняем какие-то страдания ребенку, то, конечно, мы этим не занимаемся. Скажите, а какие да. программы существуют в лечебной физкультуре? Программы в нашем центре в основном две. То есть мы разрабатываем индивидуальные программы, это в зависимости от тяжести поражения ребенка. И общие, то есть это для тех детей, у которых общеукрепляющие упражнения, это те, у которых нет таких серьезных поражений в опорно-двигательном аппарате, просто обучение, ну, двигательной активности, так скажем. Сейчас я знаю, что вы проводите дистанционную бесплатную реабилитацию для ребят до 18 лет. Скажите, что включает она в себя? Да, мы действительно проводим такую реабилитацию сейчас, и на данный момент мы принимаем детей с инвалидностью и без нее. Ну, то есть все желающие могут обратиться. Но у нас, значит, там есть с медицинской части мы проводим консультативную помощь в виде лекций или там индивидуальных консультаций со стороны педиатра, ортопеда, невролога, психотерапевта. Вот. Также занятия обучающие проводят позам по укреплению мышц спины, по укреплению стоп и на развитие координации и равновесия. Эти 4 базовых, скажем так, занятия. Также у нас и работает окулист, физиотерапевт. Физиотерапевт на данный момент они организуют тоже консультативную помощь по массажу, то есть обучение родителей детей с ограниченными возможностями здоровья массажу и там физиотерапии минимально, которую можно делать. Сейчас вот вы рассказали, Петр Николаевич, сейчас вы рассказали о дистанционных программах, да, программах реабилитации, а вот в реальности ребята могут к вам приехать и обратиться за помощью? Возможно, с 28 сентября мы откроемся, именно медицинская реабилитация. Но пока ограничено. Скорее всего, это будут дети-опорники тяжелые, то есть где-то порядка 30 человек, может быть, мы и примем. Но пока это не очень точно известно. Вот. А так хотел добавить, что у нас также есть социальный отдел, то есть соцреабилитация, которая включает в себя психолога, логопеда, музыкальную стимуляцию, сенсорную интеграцию и там гарденотерапию, различные творческие рисования там, и прочее. Что ж, огромное спасибо, Петр Николаевич, за полезную информацию. Я желаю вам хорошего дня, отличного настроения и прекрасных выходных. А я напоминаю, что с нами на связи был Петр Николаевич Попов, врач лечебной физкультуры Республиканского реабилитационного центра. Друзья, мы работаем для вас только в прямом эфире. Наш WhatsApp номер прежний 8 914 279 2262. Смело отправляйте на этот номер свои сообщения, мы обязательно их прочитаем. Так, абонент с последними цифрами 5852 пишет: доброе утро всем, республика. Сегодня 18 сентября. У нас отмечает день рождения наша дочка, внучка, племянница Титова Даяна. Ей исполнилось 6 лет. Поздравляем от всего сердца. Желаем всего хорошего. Расти умной и красивой. И подпись: Галина Петровна, Иннокентий Егорович, Титовой из Тюнглю. Мы присоединяемся к этим замечательным поздравлениям Даяна с днем рождения. Ну а сейчас я предлагаю отправиться вместе с нами в город Алекминск, который, как вы помните, недавно отметил двойной юбилей, 385-летие города Алекминск и 90-летие района. Но нынче алекминчане будут отмечать, будут говорить о вечной мерзлоте. Давайте их послушаем.
В Алёкминском районе началось изучение вечной мерзлоты и влияние на нее глобального потепления. Проблема очень актуальна, особенно для тех районов, где прошли мегапроекты ВСТО и Силы Сибири. Так, между администрацией Алёкминского района, Институтом мерзлотоведения и Центром творческого развития и гуманитарного образования школьников заключено соглашение о развитии исследовательской работы с детьми и начале экологического мониторинга температурного режима мерзлотных грунтов. Зачем это надо школьникам, с одной стороны, да? Мы с вами все живем в тех условиях, когда идет изменение климата. У нас обрушиваются здания, у нас плывут дороги. Почему это происходит? Потому что происходят разные изменения в грунтах. Мы все сами живем с вами где? На севере, где характерны многолетние мерзлотные грунты. И поэтому с этого года ребята, эти отряды исследовательские, будут вести мониторинг. В рамках соглашения Институт мерзлотоведения предоставил первое оборудование для изучения мерзлоты. Юные исследователи уже получили первое техническое задание в рамках соглашения от администрации района и города изучить залегание мерзлоты при строительстве многоквартирных домов и влияние застройки на мерзлоту. Мы произвели с будущими исследователями такие первые наблюдения. Это наблюдение за температурой грунтов. Это один из таких основных методов изучения многолетних мерзлых грунтов, и оно связано с исследованием температур этих грунтов. И также вот эти дети, они должны вести мониторинг температур в определенных скважинах и площадках. И это дает возможность наблюдать за изменениями, которые происходят внутри этих мерзлых толщ. В ходе проведения мониторинга ребята будут помогать Институту мерзлотоведения, а заодно изучать влияние глобального потепления на мерзлоту. И, может быть, именно они в будущем сделают великие открытия по изучению температурного режима в царстве вечной мерзлоты. Максим Копылов, Алёкминск. Осторожно, мошенники. Мы вам не раз говорили, что телефонные аферисты продолжают атаковать якутян. Дистанционные мошенники звонят из неизвестных номеров, представляются сотрудниками банка, официальных ведомств или операторами связи и под различными предлогами выманивают конфиденциальную информацию по банковским картам и списывают денежные средства со счетов. О том, как не угодить в лапы мошенников, нам расскажет старший оперуполномоченный управления уголовного розыска МВД по нашей республике Николай Соловьев. Доброе утро, Николай. Практика показывает, что злоумышленники могут звонить с любых номеров. Как понять, что звонит аферист? Вот как вот проявить бдительность? Да, мошенники звонят с номеров, с официальных банков, подменивая их, используя. То есть они звонят с номеров в основном 495. То есть это московский, да, код 495? Да. Да, в основном они звонят с таких номеров. Это, получается, у нас IP-телефония, которую предоставляет многочисленные компании. И номеров могут быть очень много, они могут постоянно менять эти абонентские номера. Если к вам позвонили такие люди, то есть нужно как бы не впадать в панику сразу. Допустим, вот они представляются работниками банка и сразу говорят: то-то, то-то, я сотрудник того-то банка. Да, и некоторые клиенты, вот, получается, сразу думают, что это несанкционированное, нужно приостановить. Пожалуйста, сообщите номер банковской карты и код, который указан вам. Мы в этом случае ни в коем случае не должны говорить, да, номер карты? Абсолютно ни в коем случае не должны говорить ни номер банковской карты, никакие коды. У официального работника вся информация это имеется. Он никогда не будет спрашивать клиента такие данные личные, потому что у него все есть это в компьютере. Вот. И номер карточки там еще. И они просят продиктовать код, пришедший с СМС-а. То есть об этом тоже не стоит говорить, даже сотруднику банка. С
зачастую люди не читают эти фразы, они сразу видят цифры. Они выделяются в СМС-сообщения и диктуют. Как правило, злоумышленники все время на телефоне с жертвой. То есть не дают ей одуматься, и тем самым они получают, пользуются. Николай, давление скажите, от- а есть ли какой-нибудь у вас список секретный, да, вот список вот именно вот этих вот подпольных колл-центров, откуда могут звонить аферисты? Или такого списка нет, не существует? Такого списка, как правило, не существует. Злоумышленники постоянно меняют абонентские номера, они не звонят, как правило, с одних и тех же. Все время меняют, чтобы... Потому что некоторые, может, блокируют эти номера, в черный список их вносят, а знакомиться Но настораживать должны уже первые цифры, вот как вы вначале сказали, 495, это код из Москвы, то есть чаще всего оттуда звонят, да, аферисты. Что ж, Николай, огромное вам спасибо за полезную информацию. Я думаю, что теперь наши телезрители понимают, что ни в коем случае не нужно говорить даже сотрудникам банка свои персональные данные о карточке, о кодах и так далее. Сейчас мы уходим на короткую рекламную паузу, а через мгновение в этой студии появятся мои коллеги Роман и Нергуянов. Встречайте их. Диетим ди, иштер иштебет. Кобулуң хамбайыр дейін деді де. Дыра боларын.